Всем привет! Сегодня 31 июля, и мы сегодня едем в город Якутск. Сегодняшний маршрут у нас будет, как показывает дорожная разметка, 884 метра до города Якутска, то есть километра. По навигатору у нас 878 километров. Вот я только что выехал из своей деревни отсюда. Дорожная разметка нам рассказывает, что до города Якутска 884 километра. Я тут немножко за добрых духов наших попрошу счастливого пути. Машина готова. Долгий путь. 8 утра. Сейчас мы доедем до первой переправы паромной. Село Кундядя. Поехали. Наша первая переправа. Доехали до села Кундяя. Вот видим, что только что перед нами отчалил паром. Это очень обидно. Буквально секунд 10 не успели. Придется ждать, сколько, не знаю. Сейчас температура 21. Утром, когда мы выехали, было плюс 18. Сегодня погода ясная, ветра почти нету. Днем, наверное, будет где-то до плюс 26. Я пока еду без кондиционера. Вот сижу в куртке. Но сейчас уже будет теплее. Кстати, хочу померить расход летний по трассе на 32-х колесах. В комментариях писали, сколько у тебя расход на таких колесах. У меня конфорсеры 265, 75, 16. Это эквивалент 32-х колес почти. Если вывести на дюймы, получается 31,70 или 90, что ли. Ну, почти 32. Поэтому мы сверим расход. Я еду по трассе на крейсерской скорости, где-то 95, максимум 100. Смотрю тахометр, чтобы она сильно не приближалась к 3000. У меня колеса диаметром, размер колес больше штатного, поэтому на штатных колесах, когда тахометр доходит до 3000, скорость 100 км в час ровно. А у меня большие колеса, поэтому где-то на 2,8, 2800 оборотов у меня 100 км в час. Все, мы зашли на второй паром, уже едем, нам повезло. Это река Вилюй, первая переправа. Осталась у нас еще одна переправа большая, село Верхневилюйск. Один мост уже построили, строят еще мост. Мы все увидим, все покажем. Паромные переправы берут очень много времени. Иногда бывает
стоишь там по часу, ждешь. Иногда получается сразу зашел и поехал. Заплатили мы за проезд 500 рублей. У нас в Сунтаре отсюда где-то 160 километров. Тоже это же река Вилюй, но переправ с другой стороны. Там за УАЗ Патриот берут 400 рублей, а тут 500 рублей. Это город Нюрба, объездная дорога. Знал бы, что дорога убилась, проехал бы прямо по городу. Обычно я всегда езжу вот по объездной, объезжаю город. Сейчас жалею. Давно дождя не было. Вот где-то недели 2 назад дорога Нюрба-Верхний Вилюйск была разбита. Там была каша. Сейчас такого нету. Оказывается, ведется ремонт объездной. Делают асфальт. Нюрба развивается. Здесь живет наш топовый якутский блогер Олесь Петрович. Привет, Олесь. «92-й» стоит 56,70 копеек. Вот такая очередь на дорогу. Стоим посреди дороги, ждем. Вон там стоит регулировщик. Тут ведется ремонт. И одна полоса на ремонте. Только одна полоса для движения есть. Поэтому приходится вставать в очередь.
река Тюкян. Это граница Нюрбинского улуса и Верхневилюйского улуса. Помните, мы зимой тут проезжали. Тут только-только там начали строить мост. Река Тюкян. Летом здесь ставят понтоны, вот они стоят. А еще собираются мост построить. В этом году начали только. Посмотрим, через сколько лет построят для нас мост. Напоминаю, это федеральная трасса А-331. И вот смотрите, говорят, в этом году уже запустят. Вот такое у нас развитие на севере. Понтонная переправа, военный мост. Подъезды к мосту уже асфальтируют. Наверное, этой зимой уже запустят. Приехали на очередную переправу, последнюю паромную. Это река тоже Вилюй, под селом Верхневилюйск, ну, поселок Верхневилюйск, центр Верхневилюйского улуса. Вот самая проблемная переправа. Тут всегда много очереди. Но, несмотря на большую очередь, наши паромщики, либо у них такой график какой-то другой, либо, не знаю, своя какая-то очередь, но стоят пустые паромы и не пускают. Сейчас время 11:45, скоро обед. Проехали километров 200, наверное. Да, 210 километров проехали с утра. А сейчас мы перекусываем. Мы взяли еду с собой, потому что вот тут раньше всегда продавали шашлыки, там напитки всякие, бургеры, пирожки. Вот сейчас все такие забегаловки, все такие сарайчики закрылись, потому что пандемия. И все чайные тоже вроде и не пускают внутрь. Некоторые работают на вынос, а некоторые уже закрылись. Поэтому мы взяли с собой еду и будем периодически перекусывать в машине. Так даже быстрее ехать. Вот чайные занимают очень много времени. Там просто теряешь минимум 40 минут просто на то, чтобы перекусить. Хотел сэкономить на бензине и выключить кондиционер, открыть окно, и тут машкара заполонила всю машину. Пришлось завести двигатель, закрыть окна и включить кондиционер. А, кстати, нас уже загружают.
нам всего-то надо в тот берег. Но вот тут есть большая коса, песчаный остров. Вон там кончается она. И паром делает очень большой вот такой крюк. И мы будем плыть где-то 40 минут. Сколько? Здесь 500. Несмотря на большое расстояние, берут все равно 500 рублей. А в Кюндяде на расстоянии 400 метров брали тоже 500 метров. 500 рублей. А, тоже брали 500 рублей. Сейчас где-то 16 машин. Если считать по 500 рублей, получается 8000 за один рейс. Для паромщиков выгодно, когда большие грузы заходят. А еще лучше, когда они груженные с полуприцепом. С них они берут больше 14 тысяч. И получается, что выгодно им взять один КАМАЗ, нежели полный борт маленьких малолитражек. Поэтому, когда большая очередь стоит и приходит большой груз, то он беспрепятственно может пройти и отобрать у тебя время и место. Что, на перегонки до города Якутска? Нет, я наверное, нет. Я пас. Прада 120. Что, мягко ехать? У меня что-то почки сейчас отвалятся. Ну, надо, значит, Прадик купить. А какого года? 5-го. Надо было 15-летний Прадик брать, да? Вот это вот так точно не будет трясти. Надо по ходовке пошаманить еще. А вот мы причаливаем к противоположному берегу. И дальше пилить и пилить. Паромы закончились. Отсюда где-то 650 километров до города Якутска. Вон там переднеприводный Ипсум не может выйти на крутой берег, а вот вышел. Вот маленькая Королла тоже застряла. Ну представьте себе, если будет большой дождь, то тут бывают большие проблемы. Даже большие грузы тут застревают. Бывали случаи даже, когда большие грузы с большим прицепом, с полуприцепом падали в воду.
Река Чебыда. Раньше нас не было. Город Вилюйск. В этом городе объездной дороги нету. Приходится проезжать посередине. Туймада нефть. 92 здесь 55-30. Это почти на 1,5 рубля дешевле, чем Саханефтегаз. Тут мы заправим полный бак. 40 литров. Твердо. Карта на полная купаком это. А что полный? Беон тантах хакирия бар. Беон тантах хакирия бар. Ага. Итак, мы залили полный бак. 58 литров зашло. Итак, мы сейчас приехали в село Ильбене. Заправка. Мы проехали ровно почти 200 километров. Мы начали... полный бак мы заправили на 290. У меня большие колеса, показывает чуть меньше. Будем считать, что это ровно 200 километров. Почти полбака. Сейчас заливаем тоже полный бак. По карте можно полный бак? По карте полный бак можно залить? Ага. Полный бак. Сколько литров, да? Ну там Примерно. 40. 40, наверное. 30 с чем-то будет. 40, да? Ага. $30 литров зашло. Ага, 30 литров залили. Получается, у нас 15 литров на сотню вышло. Расход больше, чем зимой. Ехали с кондиционером и с включенными с ближним светом и туманками. Третья очередь на сегодня.
До финиша осталось 100 километров. Вот покушали в чайной. Оказывается, работает. Я проехал 735. Еще осталось 100 километров. Но из-за больших колес тут она немножко врет. По навигатору осталось 97 километров. Всем привет! Я в городе Якутске. Вот такое у нас движение. Тут велосипед нужен. На машине. Бесполезно тут ездить. Город стоит. Когда же я уеду к себе в тайгу? Чаттар все в черном. Сегодня я выезжаю из города Якутск в свою тайгу. На выходе я подкачался до 2 атмосфер. Когда я приезжал, было 1,5 атмосферы. Поэтому, думаю, из-за этого у меня был расход 15 на сотню. Сейчас тоже я померю. Есть село тут Ортосурт с города Якутска. Она ровно 300 километров. И через 300 километров мы сейчас тоже... Через 300 километров мы опять заполним бак. И рассчитаем, сколько же у нас вышло на сотню. Время почти час ночи. Проехали 300 километров. Но тут врет из-за того, что у меня большие колеса. А по GPS там где-то 305 или 310 где-то было. Мы сейчас в селе Ортосурт. Проехали 300 километров с города Якутска. И сейчас мы заправимся в полный бак. Заправим полный бак и посмотрим, какой же у нас расход. Но по стрелке я могу судить, что где-то около 40 литров.
Здрасте. Полный бак. Полный бак-то. Ага, 95-й. Ну, примерно где-то 40 будет. Может больше. А, блин, не надо было. Дальше. Угу. Короче, у нас вышло 42 литра. Это получается у нас 14 литров на сотню. Вот так вот. Значит, в прошлый раз из-за кондиционера получилось 15 на сотню.